Доброе утро, дорогие телезрители. После такого прекрасного мультфильма для наших маленьких телезрителей, я думаю, мы можем продолжать наше общение с нашим очередным гостем. Завтра отмечается прекрасный праздник. 17 ноября в Кыргызстане, начиная с 1994 года, отмечается профессиональный праздник всех кинематографистов страны. День кыргызского кино, с чем мы поздравляем всех наших прекрасных работников данной сферы. У нас сегодня в гостях киновед, кинокритик, программный директор форума молодого кино стран СНГ «Умют». Она выступает программным директором и консультантом на многих международных кинофестивалях. Гульбара Толемышева. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть. И сразу же поздравляем с наступающим праздником. Спасибо, вас. Я тоже. И вас поздравляю, всех кинематографистов, коллег, с этим замечательным праздником. Спасибо большое. А как ваше настроение и что завтра ожидает вас и, возможно, всех нас? Много событий. И мы, значит, всех приглашаем кинематографистов и ценителей, любителей кыргызского кино в Дом кино. В 11 часов начнется торжество, посвященное этому празднику, вот, с участием видных деятелей кино. Значит, ожидаются люди с властных структур, пока мы не будем говорить. И, значит, вечером состоится национальная премьера фильма Актана Рымкубата «СМД», который недавно выиграл азиатский Оскар в Австралии. И прокат картины начинается с 18 ноября. И проходит кинофестиваль документальных фильмов по правам человека в Берденю. И сегодня я в жюри этого фестиваля, я прям после вас сразу побегу в кинотеатр Бродвей на просмотры конкурсных фильмов. И завтра тоже, значит, целый день просмотра, и вечером церемония закрытия с вручением наград. То есть много событий. Очень здорово. Да. То есть завтра много событий. И сегодня, мы же сегодня смотрим, да, мы смотрим конкурсные фильмы. Здорово. То есть два таких насыщенных дня ожидают нас. А вообще, давайте поговорим, как вы попали в данную сферу, то есть с чего все начиналось? У меня мама, она работала монтажером на киностудии «Кыргызфильм». И, можно сказать, я родилась на монтажном столе фильма «Материнское поле» Геннадия Базарова. Вот. И, значит, у нас дома выписывались киножурналы, я их читала, и в одном из них я прочитала, значит, была публикация о ВГИКе. И я узнала, что кроме актеров, режиссеров, операторов, ВГИК готовит киноведов. И я стала готовиться, посылала туда работы, потом они пригласили на экзамены, и я там поехала, сдала экзамены, поступила и проучилась 5 лет. То есть я работаю по специальности. Давайте выясним, кто такой киновед. Киновед это? Да, киновед это, ну, это ученый, это, значит, человек, который изучает историю, теорию кино. Но киноведы, конечно, они живут в разных странах. Допустим, я живу в Кыргызстане, я изучаю историю киргизского кино и текущий момент, и мы смотрим, что будет завтра, потому что мы знаем, какие фильмы сейчас находятся в производстве. И я всегда говорила, киновед это стайер, а кинокритик это спринтер, да, потому что кинокритик сегодня посмотрел фильм, за ночь должен написать рецензию, чтобы утром ее опубликовать. И таким образом он формирует отношение к этому фильму, и люди, прочитав эту рецензию, они принимают решение, идти или не идти на этот фильм. А киновед это стайер, который смотрит, он изучает кино в процессе. Да, он может быть там, вот в Академии наук мы работали, мы изучали какой-то определенный отрезок развития кино или другого вида искусства и писали такую большую работу, там может быть один печатный лист, 2 печатных листа, да, это объем за год. Вот. И потом это выливается либо это в книгу, либо люди защищаются, да, диссертации пишут и принимают участие, значит, в разных конференциях, на фестивалях, там, в качестве приглашенных гостей, членов жюри и так далее. То есть очень много сфер применения. А как стать кинокритиком? Нужно ли что-то заканчивать? Да, вот я закончила в ВГИКе, значит, там есть сценарно-киноведческий факультет, киноведческое отделение. Вот. И закончив, там преподают, конечно, известные мастера в области киноведения, кинокритики и так далее. И после этого, значит, ну это нужно, это работа без конца и без края, потому что она никогда не закончится, потому что очень много увеличивается количество, значит, снимаемых фильмов,
Ну и не только киргизским кино я занимаюсь, потому что у меня есть очень много знакомых режиссеров из разных стран, которые, я знаю их фильмы, и я знаю, что сейчас они делают. Они, значит, делают черновой монтаж, мне посылают. А можно узнать, с какой страны эти коллеги? Ну, у меня есть, значит, друзья в Индии, допустим, да, я как-то, значит, я познакомилась на одном фестивале, потом человек снял фильм и прислал мне, вот, и этот фильм имел хорошую фестивальную судьбу, у меня тоже были публикации на русском и на английском языке об этом фильме. Сейчас он заканчивает второй фильм, вот, и тоже, значит, совершенно отличается от первого фильма, но тоже очень красочный, интересный, философский, и понимает права простых трудящихся Индии, допустим. Мне кажется, индийские фильмы смотреть без улыбки не Нет, получится. разное наверное, кино индийское есть. Есть то, что мы называем кино Болливуда, это коммерческое кино, да, которое очень любили советские зрители. Да. Есть индийское авторское кино. Вот мой друг, он представитель индийского авторского кино, но с другой стороны, он еще профессиональный кинооператор, он еще умеет снимать на кинопленке, он проучился в тот период, когда еще их учили. И он снимал, значит, как оператор в Болливуде фильмы, подкопил денег и снял на эти деньги свой первый фильм. То есть как режиссер уже авторского кино. Там вообще разные фильмы. Там есть религиозные фильмы, да, посвященные индийским богам. Там есть развлекательные фильмы, там есть авторские фильмы. То есть и там же многонациональная, многоязычная страна. И они снимают фильмы на языке там, маратхи, допустим, штат Махараштра, это там, где находится Бомбей, там, где Болливуд, но в то же время, конечно, на хинди снимают. Есть, значит, Карнатака штат, там на языке Канада снимают. Да? То есть много языков. И, вот, например, «Звезды» индийские, Рехка, да, она ее первое время озвучивали на хинди, потому что она говорила с акцентом. Потом, конечно, она без акцента стала говорить. Ну, вот такие моменты. Но мы что-то перешли в индийский. Да, но все-таки поговорим о нашем кино. Киргизском. Вот сейчас, наверное, уникальная возможность у нас, спросив именно у профессионала, у вас, как обстоят дела вот с нашим кино, с кыргызским? Как, в данный момент, вы оцениваете? Да? Вот к этому празднику, да, мы подошли с блестящими результатами, потому что буквально 11 ноября стало известно, в Австралии состоялась церемония награждения, значит, номинантов, соискателей на премию, значит, киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона, который в народе называется «Азиатский Оскар». И фильм «СМД» получил главный приз жюри. То есть он выиграл азиатский Оскар. Потому что, вот я тут объясняю, потому что многим коллегам-журналистам я объясняла, что в Голливуде, допустим, там тоже он, в кавычках, Оскар, да? На самом деле американские киножурналы, киноиздания, они пишут это кинопремия Американской киноакадемии, она так называется. А Оскар мы называем просто в кавычках, потому что сама фигурка, да, этой награды, она была похожа на дядю одного из членов, значит, киноакадемии. Точно так же здесь. Это премия, значит, киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона, к которому мы относимся. И, кстати, Россия тоже относится к этому региону. В прошлый год они тоже, значит, побеждали, были номинированы, но сегодня с ситуацией, которая есть, они не были, значит, номинированы, но тем не менее они входят в эту киноакадемию. Но ведь не все же фильмы вам, наверное, нравятся, которые сняты именно у нас. То есть, конечно, мы очень гордимся фильмами, которые побеждают на мировых аренах, но есть у нас еще также фильмы некие, которые, возможно, можно раскритиковать. Не, ну, знаете, к ним, значит... Или к ним особо внимания даже нет. В начале этого славного их пути, они, конечно, меня приглашали на премьеры, вот, но потом наши пути разошлись. После первого просмотра первого фильма. Ну, да, даже как-то я пыталась погрузиться, понять, но, к сожалению, да, вот наши пути разошлись, потому что они поняли, что мне не нравится, я поняла, что это тоже мне не близко. И свое время драгоценное терять на это непрофессиональное кино, конечно, я не буду, к сожалению. Ну, наверное, в каждой стране есть фильмы, которые, ну, как минимум, непрофессиональные, да, все-таки. Ну да, потому что сейчас же появились видеотехнологии, да, люди это могут, каждый человек взять там маломальски какую-то камеру и снимать. А в советское время, если у вас не было диплома режиссера, вы никогда не могли бы получить постановку. Да, там критерии были.
А сейчас любой человек может снимать. Ну, Ну, наверное, не может радовать тот факт, то, что ну, стараются люди, снимают что-то, как-то развлекают публику, да, наверное? ну да, там все-таки ходят люди в кинотеатры, есть люди, которые ходят на Голливуд, да, европейское кино, есть люди, которые только киргизское кино любят, и им нравится, они Люди смотрят. делятся на несколько Делятся, лагерей, да. И есть люди, которые любят профессиональное киргизское национальное кино. Ну, это, конечно, все кинематографисты и люди, которые имеют вкус, да. Ну, также говоря о нашем кино, ваш самый любимый фильм, кино, который был снят вот именно нами? Ну, я могу с советского периода, но не только мой, да, вот нашего поколения, «Небо нашего детства», Талгат Шакеева. Это, пожалуй, один из самых любимых фильмов и мой, и, значит, наших соотечественников. Но нельзя ограничиться только одним фильмом, да, потому что, я не знаю, «Трудная переправа» или «Белые горы» Мелиса Букеева, «Акмейор» тот же, да, Мелиса Букеева, «Материнское поле» Геннадия Базарова, «Белый пароход» Болота Шамшиева. Да, их, ну, хотя бы десяток попросите А назвать. можно хотя бы вот топ-3 вот именно современных фильмов? А современных, которые, да. ну, во-первых, я очень люблю фильмы Ахтана Абдыкалыкова, Ахтана Арымкубата. И люблю его фильм 93-го года «Селькинчек». Это мой самый любимый его фильм, он об этом знает. Вот, значит, «Селькинчек», «Бешкемпир» и «Завещание отца». Но тоже нельзя ограничиться, потому что мы с ЮНЕСКО в прошлом году делали проект. Значит, киноведы центральноазиатских стран должны были выбрать свой топ 5 фильмов периода независимости и подготовить о них, значит, видео. И я, значит, у меня туда вошли «Селькинчек», значит, «Неизвестный маршрут», «Завещание отца», фильм Марата Сарулу «Кёч», и фильм Эрнеста Абдужапарова «Сельская переправа». Эти фильмы, они имеют значение, они были сняты именно в определенный исторический период. Если «Селькинчек» — это 93-й год, самый трудный период периода независимости, но он дал всем нам, да, мы тогда все молоды были, надежду, что можно прорваться. И если ты будешь творить, что-то творить, да, и если ты будешь себя развивать, ты прорвешься. А фильм «Сельское право» — это 2004 год, да, это уже был принят закон о кино. Это Кыргызфильм и 2 немецкие компании, Копродакшн. И эта картина, она показывала, что мы немножко на ноги уже встали, да, там какие-то трудности люди преодолевали, но тем не менее они начинали возделывать землю. Они переставали там сидеть на заваленке и плакать о своей судьбе. Фильм «Кёч» Марата Сарулу, «Переезд» по-русски, да, это картина, посвященная драматическим судьбам людей, которые в новое время, да, думают, что вот им удача не улыбнется, и они становятся на путь должников кредитных организаций. Да, это такая трагическая картина. «Завещание отца» — это картина, которая о тех людях, которые покидали страну в 90-е годы, да, думая, что там за бугром они, значит, получат какую-то возможность реализоваться. Но все равно каждый из них мечтает быть похороненным на родной земле. И «Неизвестный маршрут» — это период, да, это 2008 год, это когда уже где-то там 15-16 лет независимости, но тем не менее люди остаются, они не меняются, они друг друга ненавидят, ругаются друг с другом, но тем не менее появляются уже новые представители, да, нового Кыргызстана, как тот герой фильма по имени Умют, да, который указал дорогу этим всем пассажирам этого вот такого, с одной стороны, несчастного автобуса, но с другой стороны, другого автобуса у нас нет. Это, да, это как такой образ нашей страны. И в то же время уже появляются новые люди, новые герои, образованные, которые не боятся, да, каких-то там трудностей, да, они могут их преодолевать. Вот. А как вы можете оценить мировую индустрию кино? То есть какие ваши, давайте поговорим теперь о любимых фильмах вообще во всем мире. Что вам больше всего нравится, какие фильмы? Но что вы можете выделить? Давайте тоже топ-5, например. Ну, нет, там у нас, значит, английский, да, журнал Sight and Sound, он уже ко мне тоже несколько раз обращался, там первый раз, по-моему, в 2012 году. А вот в 22-м, через 10 лет, они определяют 100 самых лучших фильмов всех времен и народов. Но каждый киновед из каждой страны должен назвать свой список 10. Да. Вот. И 10 лет назад, ну, я, значит, там, мы всегда «Гражданин Кейн», да, Орсон Уэллс, мы оставляем «Броненосец Потемкин». И ну, потрясающий, великолепный фильм, значит, основоположника авторского кино в Индии Сатьяджита Ре, «Песнь дороги», да, вот мы оставляем. И в то же время я включила фильмы вот последнего
ну, фильмов двух десятков лет 21 века, да, я включила фильм ну, Самир Махмальбаф, это иранский режиссер, дочь Махсена Махмальбафа. С этой семьей я дружу. Я, кстати, Махсена Махмальбафа привозила в Кыргызстан. Он в 2005 году был здесь. И я включила, значит, естественно, я не могла не включить киргизские картины. Да, я включила картину Актана Рамкубата, да, Бешкемпир. И ну, несколько новых картин, потому что мы знаем иранское кино, да, прекрасно, несмотря на какие-то определенные табу, да, в этом обществе. Там, представьте, актриса иранская рассказывала, что ну, есть определенные табу, но мы можем их преодолевать, показывая какие-то взаимоотношения в семье, в иранской и так далее. Вот. И я же сказала, индийское кино. Просто, знаете, на фестивалях, когда я на международных фестивалях члена жюри, мы же смотрим то кино, которое никогда не попадет в прокат, да, вот на территории СНГ, но тем не менее там бывают прекрасные образцы. И, естественно, я вот назову, он есть на YouTube-канале, мои друзья могут посмотреть, фильм моего друга индийского «Любовь и Щукла», «Love and Щукла», он есть на YouTube. Вот такой вот фильм есть. Да. Да, мы продолжаем беседу с киноведом, кинокритиком, программным директором форума молодого кино стран СНГ «Умют» Гульбара Толемышева у нас в гостях. Гульбара, давайте поговорим о последних новостях. Какие награды есть у кинематографии Кыргызстана? Вот последние буквально дни, часы, года, месяца. Не, ну вот мы возьмем сентябрь, октябрь, ноябрь, да, ну, естественно, продолжает успешное шествие по фестивалям. Фильм «Шамбала» Артыка Сюндукова, он получил главный приз на кинофестивале в китайском городе Шэньчжэнь. Он получил вот буквально на прошлой неделе, в конце прошлой недели, приз, значит, на кинофестивале «Листопад» в Беларуси, в Минске. Сальвадор Дали. Там уже просто не поддается подсчету, да, количество призов, он продолжает шествовать, успешное шествие по фестивалям. И также был такой интересный фестиваль «Кино и литература» в Гатчине, это в России, да, недалеко от Санкт-Петербурга, и там сразу два фильма получили награды. Главный приз, опять же, Шамбала получил, да, «Кино и литература», это же экранизация «Белого парохода», а фильм про трагедию, да, в среде современных писателей Акар Кокоч «Дорога в Эдем», Дастан Джапарулу и Бакыт Амукова получил приз зрителей, да, читательский, приз читательской аудитории этого фестиваля. Вот. И, значит, мы сейчас ждем, да, завтра, как наша жюри оценит фильмы фестиваля Бердюню, потому что там одновременно в конкурсе несколько киргизских фильмов участвуют молодых режиссеров, да, и несколько зарубежных фильмов. Мы посмотрим, кто выиграет национальный конкурс, кто получит какие-то там другие призы. Ну и фильм СМД, который получил кинопремию Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона, СМД, так называемый азиатский Оскар. Данные фильмы показывают ли в наших кинотеатрах? Да, значит, завтра состоится национальная премьера, и прокат картины начинается в Кыргызстане с 18 ноября. Все могут прийти посмотреть. Вот. Ну, такова... В принципе, в этом году, ну, вот само получение этой награды в Австралии, да, это большое достижение. И, значит, и Актана Рамкубата, и все съемочные группы, которую мы поздравляем, и всего киргизского кино. Да. Ну и над чем сейчас вы работаете? Что сейчас у вас происходит? У нас, ну, мы ждем, во-первых, в нашем кино, да, значит, полнометражный дебют известного молодого режиссера Тынчтыка Былкасымова, фильм «Детектор», да. Мы, значит, ждем также полнометражный дебют Асель Жураевой, да, значит, фильм «Тынев Берды» называется. И также одновременно Асель работает над полнометражным документальным проектом, посвященным нашим, значит, барчихам, да, Асюлу Таныбекова, значит, вот этой целой команде, барчихи. Но это правильно, плавчиха, барчиха, да, вот, посвященная этим барчихам. И я просто с нетерпением жду этого проекта. Вот, и мы знаем, что... я забыла еще сказать, как я могла упустить, значит, состоялся также второй фестиваль фильмов тюркского мира «Коркут-Ата» в Турции, в турецком городе Бурса, где приз за лучшую женскую роль получила киргизская актриса Калипа Таштанова. Фильм «Продается дом» Талая Кулмендиева. И сейчас проходит, как мы знаем, значит, фестиваль азиатского кино, Всемирный фестиваль азиатского кино в Лос-Анджелесе, да, основанный Садыком Ширнязом. Там 16 ноября, но это у нас же мы немножко
опережаем, да, с Штаты по времени на 10 часов. Но 16 ноября по лос-анджелесскому времени пройдет День кыргызского кино. Там, значит, мы увидим фильм «Продается дом». То есть кыргызстанцы, живущие в Лос-Анджелесе, в Америке, могут посмотреть новые фильмы. «Продается дом», он в конкурсе. Значит, «Запах полыни» Айбека Дайырбекова. Да, и несколько, значит, короткометражных фильмов там тоже будет показано. И, значит, приглашаем всех кыргызстанцев Америки посетить Лос-Анджелес. Этот фестиваль замечательный. Спасибо огромное, Гульбара, за эту атмосферу, которую вы погрузили нас в атмосферу кино. Еще раз поздравляем вас с Днем кинематографистов. Я уверен, это ваш прям такой настоящий праздник. Спасибо за то, что пришли. Ну а всем телезрителям мы напоминаем, что у нас в гостях была Гульбара Толеумюшева, киновед, кинокритик, программный директор форума молодого кино стран СНГ «Умют». Всех призываем смотреть и поддерживать наши отечественные фильмы.